Ну, а потом сразу становился директором школы. И так появился Павел Васильев 23 декабря 1909 года. И потом его примерно вот такого содержания. И он ее прочитал от начала до конца, и когда к нему подошли взрослые и сказали: «Мальчик, тебе, наверное, нравится эта сказка, что ты ее так хорошо прочитал?» На что 7-летний мальчик сказал: «Когда я вырасту...» И если б ты со мной поговорил, послушал бы о сокровенном самом, об Иртыше, что был тобой воспет, о том, как под твоим которым за лондонным столиком Павел Васильев писал стихи. Герань, воспетую поэтом, и старинные часы, мерно отстукивающие минуты. Так писал Павел Васильев о своем родном доме, где прошло его босоногое детство с Путриным. Припомни же рябиновый закат, туман в ночи и шелест тополиный, старый дом, в котором ты звалась, Печескую дочь, Печескую дочерью в Глафире. Припоминаешь, как вот, рассветом радием. 27 августа 1928 года в нынешнем Актагальском районе Павлодарской области родился будущий поэт Кабдыкарим Идрисов. Поэтический дар у Кабдыкарима проявился рано. Коллежан Бекхожин. Восхищенный талантом автора, он пригласил Кабдыкарима в Алмату, а затем постоянно поддерживал на литературном поприще. И уже в 1955 году увидел свет первый сборник стихов молодого поэта Өмір Гүлі «Цветы жизни». За время своего Грохотали дроги, устали звезды, говорить о Боге, и девушки играли в балете. И вот пусть вот